детстве Андриан Николаев мечтал стать фельдшером, но поступил в лесотехникум в Мариинском посаде, где жил его старший брат. Закончив техникум, подал документы в Черниговское высшее авиаучилище. В 1960-м отобран в первый набор космонавтов, отряд ВВС номер 1. В 1962 году Николаев – участник первого многосуточного космического полета и первого группового полета космических кораблей. В этом же полете, выполняя задания военных, впервые была опробована радиосвязь между экипажами кораблей. Главной задачей полета был военный эксперимент. «Восток-4» Павла Поповича играл роль перехватчика-спутника, а «Восток-3» Андриана Николаева – цель. В этом же полете Андриан Николаев первым из космонавтов отвязался от кресла и парил в невесомости. Космонавты выполнили ряд научных, технических и медико-биологических экспериментов. С 1963 по 1982 был женат на Валентине Терешковой, первой женщине-космонавте. В 1964 у супругов родилась дочь Елена, первый в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами. Это был единственный брак Николаева. С 1965 по 1969 годы Андриан Николаев входил в группу космонавтов советской лунной программы. Был командиром одного из экипажей. С 1968 по 1974 заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Андриан Николаев едва не стал жертвой покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 22 января 1969 года в Кремле встречали экипажи 4-го и 5-го Союзов. Среди почетных гостей были космонавты Андриан Николаев с женой Валентиной Терешковой, Алексей Леонов и Георгий Береговой. На въезде в Кремль их автомобиль был обстрелян военнослужащим Виктором Ильиным, который перепутал машины кортежа. Николаев перехватил управление у смертельно раненого шофера и припарковал автомобиль, хотя сам по касательной был ранен в спину. Восстановившись после ранения, Николаев продолжил подготовку в отряде космонавтов и в 1970 году отправился на орбиту во второй раз вместе с Виталием Севастьяновым. Папочка, мне сегодня дяди-космонавты подарили черепаху. Черепаху подарили? Тоже хорошо. Ты спасибо сказала? Мы ездили на пасеку. На пасеку? А дядю Лёшу укусила одна пчела. После 17 суток пребывания на орбите, рекордный по тем временам полет, космонавты вынуждены были заново привыкать к земной гравитации. Это явление ученые-медики назвали эффектом Николаева и задумались о тренажерах для длительных космических полетов. Именем Андриана Николаева назван кратер на обратной стороне Луны. В 2004 году Федерацией космонавтики России учреждена медаль Андриана Николаева.